сияет собственным светом, и не подобает просвещать умы пламенем костров. Третий Вселенский собор. После смерти архиепископа Феофила Александрийского в 412 году Александрийскую кафедру возглавил его племянник архиепископ Кирилл. Человек хорошо образованный, ревностный защитник православия. До своего избрания он провел несколько лет в пустыне, потом стал диаконом и ближайшим помощником архиепископа Феофила. Константинопольскую кафедру в это время занимал архиепископ Несторий, блестящий проповедник из Антиохии, ученый и аскет. Став архиепископом в 428 году, главной своей задачей Несторий объявил борьбу с ересями. Во вступительной речи, обращенной к императору, он заявил: «Дай мне землю, очищенную от еретиков, и я дам тебе небо. Царь, раздави со мною еретиков, и я раздавлю с тобою персов». Через 5 дней после вступления в должность Несторий распорядился о закрытии Арианской церкви в Константинополе. По настоянию нового архиепископа правительство возобновило действие всех старых законов против еретиков. Несторий организовал настоящее гонение на горожан. Все секты были вновь объявлены незаконными. Истина сияет собственным светом, и не подобает просвещать умы пламенем костров. Третий Вселенский собор. После смерти архиепископа Феофила Александрийского в 412 году Александрийскую кафедру возглавил его племянник архиепископ Кирилл. Человек хорошо образованный, ревностный защитник православия. До своего избрания он провел несколько лет в пустыне, потом стал диаконом и ближайшим помощником архиепископа Феофила. Константинопольскую кафедру в это время занимал архиепископ Несторий, блестящий проповедник из Антиохии, ученый и аскет. Став архиепископом в 428 году, главной своей задачей Несторий объявил борьбу с ересями. Во вступительной речи, обращенной к императору, он заявил: «Дай мне землю, очищенную от еретиков, и я дам тебе небо. Царь, раздави со мною еретиков, и я раздавлю с тобою персов». Через 5 дней после вступления в должность Несторий распорядился о закрытии Арианской церкви в Константинополе. По настоянию нового архиепископа правительство возобновило действие всех старых законов против еретиков. Несторий организовал настоящее гонение на горожан. Все секты были вновь объявлены незаконными, храмы у них отбирались,
а имущество конфисковывалось. Новый архиепископ резко настроил против себя жителей столицы, запретив театры, пение, концерты, танцы и атлетические состязания. Но, будучи человеком гордым, Несторий вскоре сам впал в ересь. Наибольшее противостояние Несторию началось, когда он ополчился против термина «Богородица». Вопреки церковному учению, ересиарх осмелился утверждать, что Сын Божий Иисус Христос имеет не одно лицо, не одну ипостась, а два разных лица, одно божеское, другое человеческое. Относительно же Божией Матери он нечестиво утверждал, что ее следует именовать не Богородицею, а Христородицею. Ересь Нестория восставала на самое основание христианской веры – догмат о богочеловечестве Господа Иисуса Христа. Согласно несторианскому лжеучению, Иисус Христос родился простым человеком, а божество лишь обитало в нем за святость его жизни. Ересь ставила под сомнение учение Церкви о том, что второе лицо Святой Троицы, предвечный Бог, действительно воплотился от Пречистой Богородицы, стал человеком и искупил своей крестной смертью род человеческий от рабства греху. Несторий не скрывал своих взглядов. Даже наоборот, сам распространял их, рассылая свои проповеди другим епископам в Рим и Александрию. Ознакомившись с учением Нестория, святитель Кирилл Александрийский пытался неоднократно вразумить его, разъясняя в своих письмах ошибочность его суждений. Но Несторий упорно держался своего лжеучения. Святитель Кирилл писал об опасности возникшей ереси папе римскому Целестину и другим православным епископам, которые тоже пытались вразумить Нестория. Все оказалось тщетным. И уже когда лжеучение стало укрепляться и широко распространяться среди верующих, православные архиереи обратились к императору Феодосию-младшему с предложением созвать Вселенский собор. Собор был назначен на День Святой Троицы 7 июня 431 года. В город Эфес, где проходил собор, прибыло 200 епископов. Среди присутствовавших на соборе были прославленные отцы церкви, святители Кирилл Александрийский, Ювеналий Иерусалимский и Мемнон Эфесский. Прибыл в Эфес и Несторий. Отцы собора трижды обращались к нему с предложением явиться на заседание, но он так и не пришел. Не дожидаясь прибытия епископов из Антиохии и делегатов из Рима, александрийцы и часть представителей от Палестины и Константинополя самостоятельно вынесли осуждение Несторию и заочно низложили его. Устами Священного Собора сам Господь Иисус Христос, которого хулил Несторий, лишает его епископского и священнического достоинства, гласило постановление собора.
отцы подтвердили православное учение о том, что следует исповедовать в Господе Иисусе Христе одно лицо, ипостась, и два естества, божеское и человеческое. А пречистую Матерь Господню восхвалять как Преснодеву и истинную Богородицу. Святитель Кирилл зачитал собору составленные им 12 анафематизмов против Нестория, которые были единогласно приняты. Через 4 дня в Эфес прибыли сирийцы во главе с архиепископом Иоанном Антиохийским. Узнав, что все уже решено без них, они открыли собственный собор, на котором низложили Кирилла и Мемнона. Участники собора объявили 12 анафематизмов Кирилла еретическими главами, а его захватнический образ действий объяснили боязнью подвергнуться соборному разбору и суду. Положение казалось безвыходным. Однако после прибытия римских делегатов и представителей других стран антиохийские епископы остались в меньшинстве. Решение о низложении Нестория было подтверждено. Несмотря на это постановление, разделение между антиохийской церковью и другими церквами продолжалось еще в течение 2 лет. Благодаря трудам святителя Кирилла и его переговорам с архиепископом антиохийским Иоанном примирение все же последовало. И в 433 году был подписан акт о единстве. Истина, как и свет, неизменна.